Пешеход – это человек, передвигающийся пешком, то есть при помощи ног, методом бега или прыжков. Согласно правилам дорожного движения, пешеход – это лицо, которое находится в нетранспортном средстве, но все же пешеход является участником дорожного движения. Пешеходы такие же участники дорожного движения, как и водители. Переходя проезжую часть, они тоже несут ответственность перед водителями и перед законом. И правильное поведение пешехода на зебре – залог его собственной безопасности. На этом участке есть и предупреждающие знаки, и даже специальный пешеходный светофор с двумя секциями. Что олицетворяют зеленые и красные человечки, объяснять, наверное, излишне. Перешел на красный свет – придется заплатить штраф. Вот так вот при помощи бега нарушает ПДД. Невзирая на свет светофора и опасность попасть под колеса, пешеходы, как ни в чем не бывало, вступают на зебру. Нарушение пешеходом перехода проезжей части в неположенном месте, также с нарушением влечет наложение административного наказания по части 1 статьи 12.29, наложение наказания в размере 500 рублей. А вот этот случай, когда мужик пошел... Также он несет административное наказание, так как он нарушил данный момент, потому что он обязан перейти проезжую часть по пешеходному переходу. Если же пешеходный переход стерся или же его не видно, то он ориентируется по дорожным знакам. Только с начала года в регионе зарегистрировано 38 наездов на пешеходов, 17 человек погибло и 28 ранены. Если мы разбираем различные случаи при наезде на пешеходов, то нам бывает ряд способствующих этому причины: отсутствие освещения, отсутствие дорожной разметки, которую уже не видно, потому что пешеходы рассчитывают на то, что все для них сделает кто-то, но только не они. Если, допустим, пешеходная дорожка не видна, они думают, что могут дорогу переходить в любом месте, как им удобно. Оживленная дорога, круговое движение в центре города, а женщина с ребенком свободно переходит дорогу, даже не по зебре. Женщина, можно на секундочку? Вы идете с ребенком, вы знаете, что вы нарушаете правила. Ну как вы не знаете? Это же ваш ребенок. Вы же должны за него беспокоиться в первую очередь, прежде чем за себя. Вы сейчас пересекаете проезжую часть, буквально в 10 метрах находится пешеходный переход. Завтра он вырастет, без вас это будет делать. Пропускать пешеходов, которые переходят проезжую часть или только вступили на нее, вряд ли водителям это правило не знакомо. Но почему-то соблюдают далеко не все. Если один пропускает, другой обязательно пропускает. Это очень тяжело бывает иногда переходить эту дорогу. И самое обидное это бывает, когда водитель, другой, еще бывают такие случаи, когда еще кричат, недовольствие проявляют, что, мол, типа, мы должны бежать по этой дороге. Впрочем, среди водителей немало тех, кто осознает всю ответственность за себя и за окружающих. Ведь вне зависимости от того, прав пешеход или нет, в любом столкновении на дороге всегда два участника. Был такой случай, женщина хотела перейти, это было к вечеру, и ее сбили. Были такие случаи. Есть и в городе тоже такие случаи бывают. Явно вот видите, что машины едут и по правилу и выскакивали на дороге. Есть такие пешеходы тоже. Им объяснишь, они вообще в ноль внимания. Даже по всей видимости, штрафы для нарушителей не такое серьезное наказание. А итог такой халатности на дороге всегда один: разбитые машины и покалеченные жизни. И задуматься над этим стоит, прежде чем легкомыслие не довело до беды. Руслан Албогачиев, Гапур Чахкиев, Новости 24.